Сиди там. Господь, что там. Знай свое место. Господь. Что-то побродили мы. Вроде немного прошли. Господь. Спотел, блин, эти штаны вообще. Перебор сегодня. Жарко. Я думал, найду рыбу, буду сидеть там. Господь! Ну, твое! Мытая! Наглеет, блин. На глазах наглеет. Так. Так. Другие штаны одену. Это для ходьбы. Не для ходьбы-то есть. Это чтобы сидеть в палатке. Фу, блин, вообще ужас хотел. Это да. Ох. Гвоздей не хватает. Сюда надо решетку и что-нибудь придумать, чтобы... Что же придумать-то? Можно, в принципе, доску сюда прибить. Или сюда гвозди. Гвоздей нету. Так, ладно, отдыхаем. Так, это не для тебя. Пошли, рядом. Оделся легко, демисезонную куртку одел. Так, ну все, пошли, мон. Секунд, блин. Вот бы, да, действительно, для рыбалки такая погода вообще идеальная. Тепло, сидеть можно. Ну, жалко, что не получилось с рыбалкой. Побродим по тайге. Взял топор, самооборона топором будет. И приваду там, вкусняшки для куницы. Кто-то есть, нету там. Первый раз сейчас проверю. Кто-то будет, не будет. А следующий раз, через месяц, скажем, я приеду. Уже... Че он так рванул, думаю, буран ли? В следующий раз буду проверять. Уже буду снимать капкан и все, хватит. Если куница есть, он уже должен быть там, в капкане. Если нет, так нет. Без лыж не знаю, как там. Ну и в такую погоду на лыжи тоже прилипает снег. Там в основном ельник, густая тайга, меньше снега. Так, первый капкан пустой. Даже не сработало ничего. Между прочим, хорошо, что сейчас мы проверяем. Этот мокрый снег надо вычистить из капканов. Потом замерзнет он и не может сработать. Некоторые куницы осторожно так наступают. Между прочим, кто-то приваду утащил. Капкан пустой там. Привада ничего нету. И капкан не сработал. Почему так? Так, ладно. Это начало. Увидим, кто крает привады наши. Еще как увидим. Так, ой, блядь.
Там тулан бегал или кто? Блин, вот это сыро сегодня. Да, следы тулана. Рыщу бежал. Пустой. Второй капкан тоже пустой. Где-то рябчик свистанул. Первая птица. Самец. Недалеко где-то тут он сидит. Хоть одна живая душа. Очередной лай у тулана. Позади нас. Оттуда мы пришли. Когда я там был, очень внимательно смотрел что-то там. Кого он там ведь лает? Замолк. А вон идет. Ну и это вообще идеально. Я хотел уже туда сходить, глянуть. Синицу я услышал. А я их даже увидел, ребят. Вон там синица, вон она. Вон на земле, вон. Одна птица. Вот такие дела. Рябчик свистанул и синицу увидел. Вот так. Это уже что-то. Уже 5 капканов проверил. Пока чисто, пусто. Ни одного следа, ничего нету. Ну, сейчас старые следы хоть были, они так навалило снега, блин. Все закрылось. В прошлом году здесь лоси жили. Там зачесы я показывал, снимал вроде в прошлом году. Ну вот для них такое место вот. И корм есть вон. Эти рябины. Вот это ломали они в прошлом году. Не такие гущи леса любят. Прячутся они тут. Фу. Так. Не потерялся я еще. Такая густая тайга. Это действительно тайга. Вот. А вот смотрю я Лёшку, промысловика. Каждую серию смотрю. И Владивосток, наверное, там одни такие жидкие кустарники что-то. И тайги нету. Так, очередной капкан. Пустой, это уже 6-й получается. Тулан впереди меня все проверяет. Все ходит. Везде следы у него. Ну вот. Короче, так и бродим. Да вообще хорошо, что я на вторую избу не пошел. Пожалел бы я конкретно. Я хотел подняться на вторую избу. Блин. Дни вообще короткие сейчас. С этими капканами возиться.
Тоже так-то все приготовлено. У меня там привада и все это. Вонючие эти. Как же он? Ну, приманки. Привада, приманки. Каждый год так собираюсь. После Нового года посмотрим, как будет. Так, ну и уже дни подлиннее станут. К весне вообще красота будет погода. Ярко будет светить солнце. Это сейчас, блин, вам во тьме живем. Так уже привык к интернету. Вчера вот, считай, весь вечер. Да, действительно, многие там блогеры едут и заодно закачивают фильмы. Был бы фильм, я бы смотрел вчера. Долго я не мог заснуть. Вот. Фу, на следующий раз, когда с ночевкой буду уходить, сколько влезет там, закачаю фильмы на смартфон. И чтобы весь вечер смотреть. Блин. Когда-то один, не с кем разговаривать, да еще не спится вообще. Время так останавливается. Так, тут следы рябчика, думаю. Следы рябчика. Вот тут старые следы. Ходил рябчик. Так, ну что, куда нам? Так. Дошли до того места, получается, где? Что-то я не пойму, что там. Где Тулан лаял кого-то, но я не нашел то место. И что-то тут капкан тоже сработал. Повис. Я не понял вообще. А, не сработал же он. Под снегом, оказывается, там привада висит. Без укрытия тут капкан стоит. Блин, сейчас снегом навалило. Надо под елку ставить. Тут недалеко еще один. Что-то много капканов. Так, это был 7-й. Ну, подожди. 7-й, это 8-й. Что-то нормально так стоят, а что это куница, что была, ушла вообще куда-то или что? Так. Тоже пустой, да. Тоже пустая. Пустой капкан, да. Пустой. Прошел где-то 10 капкана, наверное, или 9 это был. Или 10. Проверил. Сам я уже такие места прошел, где были следы в прошлый раз. Ну, тишина. Пустой я. Очень надеялся, я был уверен в том, что эта куница залетит, но прошла мимо. Прошла мимо, и думаю, сегодня вряд ли куда он попадет. Осталось, наверное, 3 или 4 штуки проверить еще. Хорошо, что я сегодня пошел, проверяю. Хотел завтра, думал, будет прохладнее, завтра проверю. И надо было вычистить все капканы. Этот сырой снег, блин, только путает. Ну, не срабатывает.
Бывают там куницы такие осторожные. Они так осторожно наступают, что капкан не срабатывает. Вот. Там очередной капкан также. Пока не вижу, кто-то есть, нету. Что-то тулана давно уже не видел. Видел, да, пустой. Снова пустой. Вот такие дела. Невезуха конкретная. Что на рыбалке, что на охоте. Там впереди последний еще остался. Основное прошли. Бездельник так и не понял, где он. Весь путь уже я прошел. Не знаю, где он. Фу. Так. Еще, наверное, где-то метров 100 пройду, и там последний. Ну, в этой стороне ни разу не попадала еще. Основное, когда куница попадала, вот где вот тропинка начиналась, первые капканы, первые 5 капканов очень хорошо работали раньше. Всегда давали куницу, горностай, белку, там все попадало. Ну вот, приводу ничего не использовал, только одну штуку на первый капкан повесил. Так, она общей сложности на 13 штук тут получилось. Где-то сбился я, считал, потом мысли перешли на другое и забыл, где сколько капканов там. Да, на лыжах тут пока рано ходить. Вон, смотрите, сколько валежников. Раз, второй пройду вот так. И зрители тоже будут помнить все деревья, все валежники. О, это я видел уже. Это я смотрел. Вот так же ты, когда охотишься, ходишь, ты уже ориентируешься, где, на каком месте стоит у тебя ловушка, петля или капкан, что поставил. И сезон так ходишь, и все, на другой год уже ты четко будешь помнить, через какое расстояние ловушка у тебя стоят. Так. Хорошо, что бушлат не одел бы. Запарился бы я. В этих летних штанах хорошо идти. Немножко от сырости так промокли, а так, конечно же, удобнее пешком ходить. Только вот снег, вот сапоги попадают сильно. Да, вон последний, тоже пустой. Короче, нифига не попало. Ничего не залетело нам. Да, пустой. Все, больше надежды нету. И это был последний капкан, ребят. Сейчас выйду на дорогу и пойдем обратно на избу. Уже по дороге легче будет идти. Поэтому я в сторону дороги такой кружок вот так и сделал. От избы вот так. Иду и на дорогу выхожу, чтобы обратно по дороге идти.
Тайга широкая. Десятки километров свободных от промысла мест. Можно раскидывать куда хочешь капканы эти. Но мне это надоело. Этим я уже. Здесь вот небольшой кружок вот. Для интереса, чтобы вам заснять что-то на... Чтобы промыслом этим капканом заниматься. Бесполезное занятие. Один комментарий был, вопрос насчет капканов на куницу. Но перед тем, как поставить капкан, некоторые держат в лапниках с водой, вот, скажем, вот пихтовые лапники, и там варят, чтобы капкан взял вот этот запах пихты. Но этим никогда я не пользовался. Хоть ржавые капканы ты поставишь, если куница, как сказать там, голодная, она все равно залетит, ну, попадет. Вот. Да, бывает там, знаете, можно еще, знаете, вот, надеюсь, видно, вот старые зарубки, и тут от елки смола выходит, очень много смолы. Здесь вот мало, но если, блин, отломить-то, вот, вот смола, ребят, сейчас я покажу. Вот она, здесь видно, вот смола. Блин, знаете, вот смола очень вонючая. Запах, блин, я вообще тащусь от этой смолы. Фу, все, я словарный запас забыл, блин. Потерял, забыл. Я так балдею от этого. Много ли для счастья надо? Короче, вот такие. Самый простой вариант. По старым зачесам, по просекам идете. В некоторых местах их килограммами висят. Вот собираете все это. Так. Собираете все это и ложите банку. Там, короче, на огне держите, она растает, и она жидкая смола образуется. Берете капкан, немножко шкуркой прочистите. Берете капкан, немножко тоже подогрели чуть-чуть. И вот этот теплый капкан мажете вот этой смолой. Если большой объем, можно просто капкан, ведро со смолой там засунуть. Теплый только, чтобы капкан был. Чтобы, знаете, тонкий слой капканом смазалось, и все. И эта смазка, и этот капкан у вас будет вонять этой смолой. Это имейте в виду. Если у вас, как его, желание есть ловить не только, вот, скажем, вот этих куниц, но и выдры там, они осторожны вообще, ужасно осторожны, и вот можно этой смолой мазать капканы. Вот. Ну потом запах ржавчины не будет вонять и все остальное. Вот раньше я всем этим занимался, но сейчас мне это не интересно. Блин, как он, блин, тащусь, вот реально я от этой смолы, запах смолы вкуснее любого одеколона. Фу. Ну вот. Так. Тут следы собаки. Так. Тулан тут бродил. Пока я рыбачил, наверное, тогда он ходил туда. А сейчас не знаю, где он. Я не видел давно уже. Ну все. Сейчас я буду тихонечко идти на избу. Все проверили. Так. О, рюкзак пустой. Некоторые ни хрена не верят, что я говорю. Рюкзак пустой. Тут у меня еще как бы аптечка, бинты. Бинты, вата, наверное, что-то в этом роде. Это всегда у меня с собой, всегда. Не помню уже, что я еще туда ложил. Тут привада, шнур.
и топор. А вот насчет ваты и бинта, о чем я говорю, это у меня круглый год здесь. Я вообще не вытаскиваю. Он в двойном или тройном пакете. Это от несчастных случаев. Мало ли что там. Всякое бывает. В тайге в одиночку, когда ходишь. Вот. Кроме этого еще у меня лекарства в сумке. Самое необходимое. Так, что-то перчатки у меня двойные. Запутались сырой, блин. Рука не лезет. Ну вот у меня все подсоединено к пауэрбанку. Провода вот эти. Насчет лекарств еще хочу сказать. Отдельное. Я не знаю. Ну это каждый должен. Где у меня собака? Каждый должен с собой аптечку носить. Несмотря на то, что ты здоровый, как бык, мужик. Ну, это здоровье такая штука, что в любой момент может прихватить. Прихватить что может в тайге? Вот ты остыл, ну, на морозе, на рыбалке или еще вот здесь. В снегу ты там целый день. Или ты дрова колешь, нагнулся, и запросто может поясница так схватить, остеохондроз, грудной, шейный, поясничный. Всегда надо с собой ортофен с собой брать. Без ортофена ты нагнешься и так будешь ходить. Не можешь выпрямиться. Ортофен это 100% аптечка должна быть. Ну, если гнилые зубы, анальгин. Так, сейчас я это вытащу. Вот бездельник у меня. Работает бездельник. Если у вас гнилой зуб, то анальгин, думаю, тоже не помешает. Бинт, вата, это не такой тяжелый. У меня всегда в рюкзаке. В любой момент может заболеть голова. Парацетамол поможет. Температура поднимется там. Или просто у меня вот частенько бывает голова заболеет. Я парацетамол выпью. Осенью сейчас вот такой период был тяжелый тоже. Очень болела голова. Блин, даже парацетамол не помогал. Знаете, чем я лечился? Жена купила обезболивающее. Как же этот? Или обезболивающие есть. Такие таблетки. Крупные они. Ну вот только он помог. Вот. Не просто так я говорю. Не просто так я вот иду болтаю. Это как бы я вам небольшой совет даю. Что надо брать с собой аптечку. Вот. Сигареты забудете, а аптечку это чтоб всегда было. Без сигареты ты сможешь прожить сутки, 2 недели, месяц, год. Если ты заболеешь не вовремя, там лекарства не примешь, то кирдык тебе еще. Я через это прошел. Я прошел и видели, говорил, лежал в больнице. Остеохондроз такая штука, что хорошо, что все это случилось у меня недалеко от дома. Буквально там 100 метров до дома оставалось. Если здесь так прихватило бы все, хана, я бы не смог выйти из леса. Меня штормило, я вообще не хочу вспоминать это. Но хороший урок дал мне. Так что, если есть какие-то признаки, лучше сходите в больницу, лечитесь. И все будет хорошо.
Может, он обратно пошел на избу уже по своим следам. Вот всегда так. Тулана я редко-редко вижу вообще. Все время в пути он где-то ходит. А это была дистанция 30 метров. Как будто ограничитель у нее там в мозгу. Там 30 метров пройдет, 31 будет. Она уже так поворачивается, на меня смотрит. И ко мне бежит. Почему так? Ну, это когда вообще никого нету, а когда что-то она чувствует, она тоже бегает, ищет. Но всегда расстояние не держала. Никогда не оставляла меня. Вот. Ну что, смотрите. Вчера я тут ходил, спускался после рыбалки. И вот сейчас, вот смотрите, уже как начали гнуться березы. Это считай, если сегодня целый вечер такой мокрый снег будет падать, вообще обвиснут. Ну, до земли они зависают. Непроходимо тут будет, вон. Эти деревья еще зависнут отсюда. О, уже начинается все это. Паутина такая будет. Да. Реально. Так и будет. Вон он бежит. Он, ребята, работает. Вон он бежит. Волчара. Западносибирская лайка. Устал. Угу. Тула. Устал. Лок Володя. Куда ходил? А? Куда ходил? Лок Володя, что не подойдет, наверное. Лок Володя, что? Бездельник мой, бездельник. Да, жалеет тебя подписчики. Ой, чего? Снег поперек горла сел. Пошли. У него с этого щенячьего возраста где-то с год, наверное, было. Вот, как будто все время что-то в горле сидит. В одно время вообще он харкал так сильно. Я думал, там глисты у него тоже. От глистов там таблетки давал. И до сих пор еще, между прочим, у него в горле что-то есть. Может, что-то и действительно какой-то фиг знает, как что сказать. Так, ну что? Тут тулан заходил. Ходил я здесь сегодня сколько ходил, сколько рыбачил, сколько искал рыбачить-то. Что, сколько искал я рыбы вон в том месте. Этот поворот. Вот считай, с этого поворота я прошелся, искал, потом вот туда пошел, там, где Егору там он место показал, потом дальше пошел. Вообще ноль. Не увидел я рыбы. Там только ерши. Десяток штук. Это ерши, наверное, были. Потому что пузы крупные у них. А ельцы и плотва, они плоские. Отличаются. Ну, примерно так, ребят.